Сегодня у нас необычная передача. Мы отправимся с вами в поселок Большой Немныр Алданского района, где проживает всего около 200 человек. А побываем мы с вами в гостях у двух приемных семей – Павловых и Торговкиных, и увидим, как живут наши герои вдали от интернета и прочих благ цивилизации. Ром, расскажи, что вы собираете? Мы собираем лего-технику, которая очень большая. Мы собрали только двигатель и переходим уже к основанию. Ром, а вот расскажи про твою приемную маму Светлану Семеновну. Она меня взяла еще когда мне было 10 лет мне было. И мне хорошо очень. Летом мы ездим в Хатыстыр. Там есть озеро, где я там беру рыб маленьких для куриц. У нас там дом есть частный. Еще есть река, где мы купаемся. Ром, а вот кроме конструкторов, лего, что ты еще любишь делать? Я люблю рисовать, выжигать люблю. Ром, расскажи про ваши поделки с мамой, что вы делаете? Вот я выжигал в школе. Да, в школе сам выжигал. Вот тигр и дерево. Вот это сначала мне скопировали, я это обводил, а вот это сам дерево сделал. И лаком покрыл везде. Вот. Сначала выбирал доску и потом уже эту. Что, да, мягкая, что была. Вот это. Да, а потом уже эту. Угу. Вот. Еще вот есть. Это вышивка такая, игрушка, кошка. Тоже. Я ткань выбирал, вышивал, набивал его. Вот, глазки, да. Дней где-то, неделю где-то я делала. Да. Угу. Вот. Он любит этим заниматься очень. Такой дотошно и красиво. Он любит, чтобы было красиво. Чтобы ни одной. Все, чтобы аккуратно. Да. Еще он мне сделал игольницу, да, в прошлом году. Красиво и полезно очень. Теперь я ее у себя в комнате. Она висит, и мы тут храним иголки. Светлана Семеновна стала приемной мамой для Ромы 2 года назад. Она воспитала 2 сыновей, а также опекала других детей, которые также уже выросли и стали взрослыми. Ценность семьи заложена у нее с детства. Мы в многодетной семье сами выросли. У нас в семье всегда раньше бывали дети наших родственников. Поэтому как-то я безболезненно к этому отношусь. Я работала раньше в кочевой школе, и там у нас всегда были дети оленеводов, охотников, у которых родители далеко, и они всегда у нас жили тоже, как семья. Поэтому для меня ребенок, да, он не как чужой. Я так без этого как-то, я вообще не понимаю, что если бы, есть же люди, для которых взять чужого ребенка это трудно. А для меня это в порядке вещей. Всю жизнь я так жила с разными детьми. Теперь я с ними общаюсь. Они сейчас тоже сами взрослые. Помогают тоже, приезжают в гости. Родная сестра Светланы Семеновны Мария – приемная мама 15-летнего Алексея. Алеша, расскажи-ка нам о своем увлечении, о выжигании. Это мы берем доски, да? Потом делаем форму для доски. Любую форму, там можно квадратную, вот такую. Там еще есть, например, как есть же нож для ножа такая, ручка. Вот такие берем. Потом, когда делаем формы, мы рисуем форму. Потом, когда форму нарисуем, мы пилой или лобзиком начинаем это вырезать. Потом, когда мы закончили вырезать, мы ее подтачиваем, чтобы было гладкой. А когда закончим наглаживать, мы, например, рисунки делаем. Шарики новогодние. Я морские сделал.
Потом, когда закончили, да, выжигать, мы украшаем любыми. Там много было. Я выбрал эти. Алёша воспитывается у Марии Семеновны уже 6 лет. Наганны трудности бияқа оқ, потому что Алёша хаддары бейбит киевит күрдік болан қалбыт. Алёша боллағына бейті характера әмеді сплитчевай бағай болан олар. Оны сразу ардар он тұқайын. Оны ошы оны кейіне үйдір, аханыға сейін бағай. Көмөлөк, наға чүгей, өті бапшы бейбітін бейін ағайды өбіт. Мен Алёша тағуға мен қиын олар баппын. Уже үйерім Отто бие Алёшалың дегенен лары бағар баппы бұтты. Табарыз көрді өбіті кені, оғытылдыққа дед. Мен кенені үйретем, таманы көмөлөк қына үйретем. Мен кенені үйретемін бұл, например. Олығын кене меніне дейін. Мен әме кемері ұллақ бұтыны үйретерін, бағарабын дейірі. Олығын лары бағарабын отты. Тағылым әтті. Алёша то уже бейме оғым бұл. Мен оғым бұтты бұл. Бейбе әбітін өйді әбіт. Анытта дебітері бәләқ бет, кіржағыз. Ну, кені бапшы біраз көрдік давлениятын мәрәдір. Ақылық көрдәті ақылығын берер. Бапшы то үчіге Алёша беқі. Бапшы кені манны кіржағағы, еген өйдір кіржағыз. Еген ден оғыларын наға чөйдік, оғылар ғыттасығанар. Оғыларым әмел наған чөйдік өбілілер кеніне. Бар Алёша да Алёша дейлер. Тоқты ұрақамыт бақа соқ, тоқты ден ұрақамыт дебеппет. Бейім оғым күрдік уже бол бұппа. Алёша очень серьезный и целеустремленный. Мария Семеновна помогает ему стать самостоятельным и уметь справляться с любыми ситуациями. Как тебе живется? Вот какая Мария Семеновна? Чего она тебе учит? Она хорошая. Она учит меня, например, если я буду, например, когда 9 класс закончу же, я же буду один жить там. Она учит, как, зашивать вещи, мыть вещи, там, посуду мыть, готовить. Там, к всему готовит. Так хорошо, очень добрая. Что хочет, покупает, что хочу. Я-то много не прошу. Главное, чтобы со мной было рядом. Мария Семеновна всегда и во всем поддерживает Алексея, как и вторая наша героиня Светлана Семеновна. Все то, чему она учит Рому, безусловно, понадобится ему в жизни. Нам интересно будет узнать, как сложатся судьбы Алексея и Ромы, и мы обязательно встретимся с ними в будущем. Представляем вам Стаса и его сестер Катю, Анжель, Эстель и Камилу. Познакомьтесь, это вот наши сестры. Анжель 6 лет, Эстель 4 года, скоро 5 будет, и Камила. В мае будет 2 годика. Камила сама кушает, уже более такая самостоятельная, может одеваться сама, обувается. Старшие девочки Анжель и Эстель очень добродушные, веселые, помогают, заботятся друг о друге. А маленькой своей сестричке вообще хорошо заботятся. За собой следят, сами себя обслуживают, все умеют делать, одеваться, даже следят у них за своим внешним видом, волосы расчесывают. Заплетаться еще не научились, но следят за собой. А еще девочки читают стихотворения. Школа, школа, школа придет Дед Мороз за печами, елочка, пушистые иголочки. Он подарки нам относит и стихи читать нас хочет. Курлица и хохочет, метель под Новый год. Снег опуститься хочет, а ветер не дает. И весело деревьям, и каждому кусту. Снежинки, как смешинки, танцуют на лету. Девочки очень любят играть в сухом бассейне. Стасу 10 лет, Кате 9. По характеру они добрые, любознательные. Катя и Стас очень хорошо учатся. Стас всегда старается в школе быть хорошим учеником. Стас у нас ходит на бокс, посещает различные секции, очень любит творчество, рисовать, выжигать на доске. Катя ходит на шахматы, на танцевальный кружок.
Недавно приняла участие в соревнованиях по шахматам. А еще Стас и Катя любят снимать на телефон совместные занятия и сами монтируют видео. Они делают это очень увлеченно, не используя телефон только для игр, а еще и учась тому, что пригодится им в будущем. Катя и Стас погодки, поэтому у них много общих интересов. Они многому учатся и любят осваивать что-то новое для себя. Люблю играть в кубик Рубик, это мое любимое занятие. Я сейчас собрал белый цвет. У Стаса много занятий, одно из них – спорт. Я хожу на самбо. Иногда пропускаю тренировки. Хожу в спортзал. Люблю танцевать брейк-данс. Брейк-данс Стас осваивает вместе со своими друзьями. Учит элементы брейк-данса и Катя. Не пропускает Катя занятия в швейной мастерской. Под руководством преподавателя она учится шить и создавать свои первые поделки. Катя очень хорошо учится в школе. Мой самый любимый предмет – это технология. А что вы делаете на технологии? Мы делаем поделки, рисуем. Из пластилина, из картона, с бумаги. Учится творить и Анжель с Эстель. Что мы делаем? Длай полосочки и накручиваем на палочки. Покажи, Эстель. Ага. И что получилось потом? Вы покажите тоже, да, что у вас получилось? Вот эти бусинки. Стас, Катя, Анжель, Эстель и Камила очень хорошо играют вместе. Старшие проявляют искреннюю заботу и любовь к самой младшей, Камиле. Мы надеемся, что Стас, Катя, Анжель, Эстель и Камила обретут семью.